Ассаламу алейкум, хурматли милләттәштәр, хамма доктор, здравствуйте, уважаемые подписчики моего канала. Сегодня мы с вами поговорим об очень важной теме, которая касается взаимоотношений наших народов в Республике Башкортостан. Теме, которая, скажем, всегда вызывает такое острое напряжение, о русском вопросе. Поговорим о русских в Башкортостане, о русском вопросе и вообще, скажем, о правах русского населения в Республике Башкортостан и каким мы его видим, русский вопрос, в будущем независимом Башкортостане. Итак, надо сразу отметить, что русские в Республике Башкортостан это не такие русские, которые сейчас проживают в Тульской области, Орловской, даже в той же самой Москве, в Вологодской области, Кировской и так далее, и так далее. Нет, это русские Башкортостана, это наши русские. Здесь русские, которые проживают, они проживают давно, много веков. По крайней мере, часть из них. Знаю, что большая часть приехала буквально в 20 веке только в Республику Башкортостан, подавляющая часть русского населения. Вот, но даже проживая здесь несколько десятков лет, родившись здесь, если родились их отцы здесь, деды, то они все равно впитали вот тот менталитет, ту культуру, которая здесь есть в Республике Башкортостан. То есть те русские, которые сегодня проживают в Республике Башкортостан, они, скажем так, любят слушать, многие из них любят слушать башкирскую музыку. Им нравится башкирская культура. Им нравится башкирская кухня. Они с удовольствием пьют кумыс. Они с удовольствием едят конину. Они заходят в халяльные кафешки, кушают там, потому что там очень вкусная еда. Для них, скажем так, наличие рядом находящихся людей азиатской внешности, для них это не вызывает никакого какого-то неприятия или что-то. Они родились среди людей с азиатской внешностью, азиатской, восточной внешностью. Они там в детский сад с ними ходили, я имею в виду башкир, да, башкир, татар. Они в школе учились с башкирами и татарами. Они работают с башкирами и татарами. То есть для них наличие рядом проживающих башкир, татар, людей с азиатской внешностью, для них это нормально, норма. Что не скажешь про русского, допустим, еще раз говорю, с какой-нибудь Вологодской условно области. Для них, если они выпьют кумыс, я уверен, что он им не понравится. В то время как русские Башкортостана кумыс пьют очень хорошо, любят его, заказывают бутылями, ящиками. Едят конину. То есть, да, если русский с Орловской области ему скажет, что как конину будешь кушать, он поморщится, скажет: да ты что, я никогда, для меня это он будет брезгать. То русский Башкортостан конину ест только так, за обе щеки уплетает. Особенно козы. Да? И рядом, и поставь его, условно, русского какого-нибудь Тульской области, вокруг людей с азиатской внешностью, он будет себя чувствовать некомфортно. Он будет себя чувствовать некомфортно в такой среде. Поэтому еще раз хочу сказать, что русские Башкортостана это наши русские, которые родились здесь, жили или проживают здесь. И они уже живут с культурной особенностью нашей республики. Слышат башкирскую речь. Для них, многие из них знают некоторые какие-то башкирские слова. Некоторые даже на башкирском языке разговаривают, но это очень-очень малая часть. Как правило, русские не хотят учить башкирский язык, и об этом я поговорю попозже. Но какие-то слова они знают. Они болеют за хоккейный клуб Салават Юлаев. Они знают какие-то истории, легенды, связанные с башкирской историей, с башкирской культурой. Они знают названия рек башкирских. И все это нормально. То есть, да, они воспринимают. Так вот, но все равно
русские, которые проживают даже здесь, здесь в Республике Башкортостан, и даже свыкнувшись и полюбив какую-то часть башкирской культуры, они привыкли себя чувствовать господствующим классом до сих пор. Хоть даже и Республика Башкортостан 35 лет назад получила суверенитет, хоть и башкирский язык является государственным языком, и башкиры являются государствообразующим народом, автохтонным народом этой республики, все равно русские себя считают таким привилегированным классом в Республике Башкортостан. Почему? Потому что, ну, во-первых, эти земли русскими когда-то были захвачены и колонизированы. То есть они заселились силой, захватили эти земли, заселились здесь, построили свои крепости, города, подавляли нас. В случае, если кто-то, башкир какой-то, начинал качать свои права, национальные права, что они делали? Они не шли к нам навстречу просто так. Они нас подавляли. И только когда мы брались за оружие, только тогда они там шли с нами на переговоры и где-то в чем-то уступали. Но, как правило, они привыкли нас подавлять. То есть подавлять, а человек, который подавляет другого, он себя чувствует выше. Это первое. Во-вторых, язык. Русский язык, он является господствующим. Даже хоть и башкирский язык является государственным языком, русский, точно так же оставшись государственным языком, как это было и при Советском Союзе, он является подавляющим языком во всех сферах. Все сферы у нас жизнедеятельности в Республике Башкортостан на русском языке. Ну куда ни глянь, все на русском языке. Все судопроизводство, все обслуживание, сфера обслуживания, медицина. То есть ты идешь в больницу получать какое-то лечение, на прием к врачу, все на русском языке. Юриспруденция вся на русском языке, техническая литература вся на русском языке. Ну и вообще все на русском языке. Поэтому они понимают, что вот их язык, он господствующий в Республике Башкортостан. И, соответственно, они чувствуют свое величие вот за счет этого, что все на русском языке. Это как раз дает им вот это вот чувство превосходства над всеми над нами. Плюс вот это, конечно же, их любимое, что русская культура самая великая, что в школе башкиры, татары, чуваши, марийцы или любой национальности изучают русскую литературу, русских классиков, Пушкин, Лермонтов, Достоевский, да, как всегда, «Лебединое озеро», в каких-то филармониях, в театрах, оперы и балеты. Вот все вот это, русская культура, она тоже доминирующая здесь. Да, башкирская культура тоже имеет свою часть, скажем так, в обществе, имеет свое влияние определенное, но она имеет влияние только на башкирскую культуру и частично там на татарскую, на русскую, на какую-то часть, которые любят ее, башкирскую культуру, ходят на какие-то концерты, спектакли и так далее. Но это очень малая часть. А русская культура, она вот, потому что все фильмы на русском языке, все телевидение на русском языке. И они это понимают, они знают, что вот они здесь таким, как я еще раз сказал, привилегированные. За счет этого они себя чувствуют привилегированным народом, привилегированной вот этой частью Республики Башкортостан, понимая, что без русского языка все просто здесь встанет. Вот, ну, если прямо сейчас взять вот так вот, да. Плюс они прекрасно понимают, что в случае, если будут ущемляться их национальные права русского народа, то всегда Москва встанет на их защиту. Чуть что, приедут полиция, приедет ФСБ, если надо будет, приедет армия и защитит русское население здесь, в Республике Башкортостан. Потому что Республика Башкортостан является составной частью сегодня России, так называемой Российской Федерации. И когда башкиры где-то в чем-то начинают качать свои права, национальные права, то нас начинают подавлять за это. Подавлять, и чуть что сразу про нас начинают говорить, что мы шовинисты, нацисты, нацики башкирские и так далее. Да? То есть, если мы что-то пытаемся свое национальное защитить. Так вот, но понимая все это, все равно русские
чувствуют себя гостями здесь. Да, они хозяева, да, они понимают, что вот они господствующий класс, но они прекрасно понимают, что они живут здесь не на своей земле. Где-то в Орловской области, в Тульской, вот как я сказал, там, да, в Рязанской области, там они, да, там они действительно у себя дома. А здесь они прекрасно понимают, что это и не их земля, что вся земля это здесь башкирская, башкирского народа. Они это осознают, им это не нравится. Поэтому, конечно же, любое проявление, скажем так, башкирского какого-то национализма, в лучшем понимании этого слова, они сразу же, любое отстаивание своих башкирских прав, у них это вызывает раздражение. Раздражение, когда башкиры выступают за башкирский язык. За то, чтобы башкирский язык изучался в обязательном порядке, все. У русских это прям такая дрожь вызывает, дрожь, злость. Они тут же начинают, башкирские нацики вышли там на митинг за свой башкирский язык, они нас пытаются там заставить в школе изучать свой язык. Почему они это так делают? Потому что они боятся. Они боятся потерять свое привилегированное положение здесь, в Республике Башкортостан. Самый, наверное, пик их вот этого господства был, наверное, 70-80-е годы 20 века. Ну, если берем вот это последнее время, когда башкирский язык практически нигде не звучал в городах. За башкирский язык, за общение на башкирском языке могли тебе сделать выговор на улице, отругать тебя могли, оскорбить тебя могли. Мало того, были случаи, когда просто высаживали людей, выкидывали с автобусов, с трамваев, если они разговаривали, люди стояли между собой, разговаривали на башкирском языке или на татарском языке. Вот. Русским это не нравилось. Почему? Вот вроде бы, да, вроде бы два человека стоят, разговаривают на своем родном языке, и русские начинают возмущаться, высказывать, что вы здесь говорите, зачем вы говорите на каком-то непонятном для нас языке, мы вас не понимаем, а вдруг вы про нас что-то плохое говорите на нормальном человеческом языке. То есть вот эти все шовинистические вот эти выпады все помнят, все это было. Почему они так себя ведут? Потому что они, еще раз говорю, боятся, что они боятся, чтобы башкиры стали хозяевами на своей земле. Как татары на своей земле татарской, как чуваши на своей чувашской земле. Боятся этого. Они не хотят этого. Они не хотят терять свое привилегированное положение. Они хотят, чтобы все коренные народы, автохтонные народы разговаривали на русском языке, чтобы русские их понимали. Вот. Плюс у них вот это ощущение, когда они подавляли нас веками, колонизация прошла огнем и мечом, где-то христианизация была, где-то они нас высылали целыми народами, да, когда-то были депортации, где-то они нас отправляли на каторгу, расстреливали наши национальные элиты. Ну вот это все подавление наших восстаний, все это было, они все это знают прекрасно из истории, и они ощущают, что мы это все помним. Мы это помним, и мы им этого не простили. Да, сейчас спустя там много веков как-то мы живем, притерлись уже, при общении никто никому не высказывается, что вы нас 300 лет назад там где-то как-то там резали. Вроде бы притерлись, но они, русские, они понимают прекрасно, что башкиры ничего не забыли. И их это давит, вот это ощущение их давит. И они прекрасно понимают, что мы не забудем этого. Не забудем. Поэтому они, как только слышат, когда башкиры где-то разговаривают на своем языке, собираются в какую-то группу людей и общаются между собой на башкирском языке, все, их тут же это не нравится, не устраивает. Говорите на русском языке, чтобы мы понимали, о чем вы говорите. А вдруг вы про нас что-то плохое говорите, да? Вот это вот, каждый башкир, наверное, встречался с этим, с таким отношением к себе. И мы, Республика Башкортостан, вот я хочу сказать так, что Республика Башкортостан в любом случае станет независимым государством. Это все идет к этому, и мы обязательно обретем независимость и будем к этому стремиться. Почему русские не поддерживают независимость Башкортостана?
вот в подавляющем большинстве своем есть определенные личности, люди русской национальности, которые поддерживают независимость Башкортостана. Но это, скажем, исключение из правил. В подавляющем своем большинстве русские не поддерживают независимость или вообще какое-либо обретение прав башкирского народа. Почему? Здесь все то же самое. Они не хотят терять свое привилегированное положение. Они прекрасно понимают и видят, что, ну вот берем бывшие союзные республики, 14 бывших союзных республик, которые отделились и получили свою независимость. Практически везде русские потеряли свое привилегированное положение, свое господство в этих республиках. Хотя раньше, точно так же, как сейчас они в республике Башкортостан, точно так же они везде были господствующим классом русским. Потому что они прекрасно знали, что их права защищены, в любом случае их никто не тронет, в случае чего приедет КГБ или полиция, жандармерия при империи и накажет любой коренной народ, который будет что-то там против русского говорить или что-то делать. Они понимали, что у них есть защита, что они вот здесь, скажем, доминируют, что они занимают управленческие все, скажем так, места во всех верхах. Поэтому, но сейчас с обретением независимости они этого потеряли. Мало того, русский язык точно так же потерял практически везде свое доминирующее положение. Но вот Азербайджан, Грузия, Армения, Таджикистан, Узбекистан, Литва, наверное, да. Вот там русский язык, он вообще практически не разговаривает на русском языке. Разговаривают, но может быть только в столицах еще где-то частично осталось там, да, общение на русском языке с более старшее поколение. Молодое поколение вообще не разговаривает. Там вообще русского языка практически нету. Практически язык во многом потерял свое доминирующее положение в таких республиках, как Казахстан, хотя Казахстан когда-то был практически русскоязычный. Все сферы точно так же у него были, все сферы обслуживания, сферы жизнедеятельности, все было на русском языке. Сейчас там тоже он вытесняется казахским языком. То же самое происходит в Кыргызстане, то же самое происходит в Эстонии, в Латвии происходит, то же самое в Молдове. Вот. И единственная республика, где русский язык сохранил свое доминирующее положение, господствующее положение, это Беларусь. Почему? Потому что единственная бывшая союзная республика, которая оставила русский язык государственным языком, это была Беларусь. Все остальные бывшие союзные республики, сегодня это независимые государства, свои коренные языки оставили единственными государственными. Во время Советского Союза у них у всех было два государственных языка. В Казахстане казахский, русский, в Узбекистане узбекский, русский, в Литве литовский, русский и так далее. То есть везде русский язык был вторым государственным языком. Так вот, после обретения независимости все эти бывшие союзные республики русский язык убрали как государственный. Где-то оставили его в качестве официального, там, языка межнационального общения. Но как государственный убрали, кроме Беларуси. И это сыграло очень дурную шутку, дурную роль в этом во всем. Почему? Потому что русский язык как был господствующим, так и остался господствующим. А белорусский язык, надо понимать, что во времена Советского Союза он был таким фольклорным языком, можно сказать. Да? На нем разговаривали где-то в сельской глубинке только. Также во всех городах тогда доминировал русский язык. И сейчас то же самое. Мало того, белорусский язык сейчас просто в белорусских школах изучается как предмет несколько часов в неделю. Все обучение идет на русском языке. Все сферы жизнедеятельности на русском языке. Поэтому там белорусский язык находится в очень уязвимом, очень тяжелом положении. А во всех других национальных республиках, бывших союзных республиках, русский язык постепенно теряет, как я сказал, свое положение доминирующее. Язык коренного народа, автохтонного народа, государствообразующего народа вышел вперед, и постепенно он везде занимает свои ниши. И русские это видят, русские прекрасно понимают, им уже некомфортно, когда они приезжают в ту же самую Грузию, и с ними уже не разговаривают практически на русском языке, только в сфере туризма где-то там что-то
А так вот они слышат, что молодежь разговаривает только на грузинском языке. Они приезжают в Узбекистан, то же самое. Приезжают в Таджикистан, то же самое. Приезжают в Казахстан, то же самое сейчас происходит в Казахстане. И они это видят, они это не хотят, чтобы то же самое было и в Республике Башкортостан в случае обретения его независимости. Они не хотят терять, они прекрасно понимают, что русское население вот в этих бывших союзных республиках, оно либо уехало, не смирившись с тем, что эти национальные республики стали независимыми государствами, либо осталось и приняло те законы, которые сейчас там есть. И приняли то, что язык коренного населения сейчас стал единственным и доминирующим. И им пришлось своих детей отдавать уже в школы, учить этот язык. Многие, конечно, до сих пор пытаются этого не делать. И вот их Латвия сейчас, скажем так, выгоняет их, русских, тех, которые до сих пор не выучили и не сдали элементарные экзамены на знание латышского языка. Но, как правило, русские пытаются адаптироваться в этих уже независимых государствах. Детей отдают в школу, и дети учат языки, и нормально все, ничего с ними не случается. Третий рог у них, второй, первый рога не вырастают какие-то, ничего с ними не случается, деформация сознания не происходит. Такие же люди просто становятся билинговыми, многоязычными. Но, как я сказал, русский язык теряет свое положение, и сам русский народ теряет свое привилегированное положение в этих республиках. Сейчас они уже там не главные, сейчас они там уже не хозяева, Москва там уже не может ничего сделать. Там хозяева свои коренные народы. И то же самое русские Башкортостана понимают, что в случае обретения независимости Башкортостана будет то же самое. И они этого не хотят. Именно вот это вот им мешает, вот эта имперскость, вот это чувство превосходства над нами, над коренными народами, над народами национальных республик, чувство превосходства, чувство господства не дает им выступать за независимость или поддерживать нас в борьбе за независимость наших республик. В данном случае Республики Башкортостан. Но что я хочу сказать? В любом случае Башкортостан станет независимым государством. В любом случае. И у нас есть проект будущего независимого Башкортостана, где в случае, когда Республика Башкортостан станет независимым государством, башкирский язык станет единственным государственным языком. Татарский язык, скорее всего, получит официальный язык в Республике Башкортостан. Так же, как и русский. Русский будет официальным языком на 35 лет. Только на 35 лет. Ну, примерно там плюс-минус. Может быть 25 лет, может быть 30 лет, может быть 35 лет. Ну, примерно мы так рассчитали, что будет 30-35 лет. Русский язык будет официальным языком. Почему? Потому что, как я уже сказал, сегодня все сферы жизнедеятельности нашей республики на русском языке. И для того, чтобы они перестроились все и перешли на башкирский язык, для этого нужно воспитать несколько поколений. И чтобы специалисты обучились в своих сферах, медики, юристы, экономисты, инженеры на башкирском языке, получили образование и начали внедрять уже знания все вот эти вот на башкирском языке. Это будет происходить постепенно, сразу это невозможно сделать, потому что наступит просто коллапс государственности. Но все дети разных национальностей будут учить башкирский язык как государственный язык в обязательном порядке. В то же время по нашему проекту у нас будут русские школы, татарские школы, чувашские, марийские школы, где обучение будет на родных языках, в том числе начиная с детского сада и заканчивая 11 классом, все будет обучение на родных языках. Но башкирский язык будет изучаться как предмет, как обязательный предмет по несколько часов в неделю. И экзамены будут на башкирском языке. Выпускные экзамены в школе. Это нормальная практика. Условно, вот я вам как пример Литвы, где я живу. В Литве есть русские детские сады, русские школы, польские детские сады, польские школы, украинские детские сады, украинские школы, белорусские детские сады,
белорусские школы. Но, то есть дети там полностью разговаривают на русском языке, на польском языке и учатся на этих языках в школах в дальнейшем. Но литовский язык начинают уже изучать уже с детского сада. То есть в русскоязычную детский сад приходят учителя литовского языка и начинают детей постепенно учить. Сперва элементарным словам. Потом в школе литовский язык преподается усиленно. И выпускные экзамены сдаются на литовском языке. То есть 10-11 класс там уже вообще усиленное, скажем так, идет обучение на литовскому языку. И ребенок, который заканчивает русскоязычную школу, он выходит, получает образование, он знает в совершенстве русский язык, он знает в совершенстве литовский язык, плюс еще английский язык, потому что английский язык тоже во всех литовских школах преподается усиленно. И человек, понимаете, он готов к этой жизни в этой стране. Он может пойти спокойно устроиться на любую работу, потому что он будет знать литовский язык в совершенстве. Поляк, белорус, украинец, русский. В любую сферу он может пойти, устроиться и нормально работать, потому что он будет знать литовский язык. Все русские, молодежь особенно, все знают литовский язык в совершенстве. Плюс еще английский. То есть, и это не мешает им жить, они нормально живут. 2-3язычные все там. И будет то же самое в Республике Башкортостан. То же самое. Наши дети, многие боятся, что вот многие русские почему выступают против, да, вот как я сказал, они боятся потерять свое привилегированное положение, и во-вторых, они думают, что вот они их заставят всех учить башкирский язык. Никто вас, 40-летних, 50-летних, не будет заставлять учить башкирский язык. Нет, вы как жили и разговаривали на своем русском языке в своем кругу общения, так и будете разговаривать. Плюс еще раз, как я сказал, 35 лет, в течение 35 лет русский язык будет языком официальным в Республике Башкортостан. Поэтому, как вы жили, так вы и будете жить. Но ваши дети уже будут в школах, в детских садах изучать башкирский язык. И выпускаясь со школы, поступая в высшее учебное заведение, они уже будут башкироязычными. Помимо того, что они русский язык будут знать, они еще будут знать башкирский язык в совершенстве. Ну, хорошо знать. Так, чтобы можно было учиться уже в высших учебных заведениях. Вы уже смотрите сами, нужен вам башкирский язык или не нужен, но вы должны понимать, что постепенно все сферы жизнедеятельности в Республике Башкортостан будут переходить на башкирский язык. Первые годы независимости все еще будет много что будет на русском языке, но постепенно, когда будут выпускаться наши молодые специалисты, которые будут получать образование на башкирском языке, медики, юристы, экономисты, инженеры и так далее, они постепенно будут приходить на работу, и башкирский язык будет все больше и больше внедряться. И, соответственно, если вы приходили к врачу, условно так, к врачу какому-нибудь или к юристу какому-нибудь пожилому, который вам там давал, выписывал направления какие-то, да, там смотрел вашу болезнь на русском языке, то придет, когда молодой специалист, он, возможно, уже будет, может быть, на русском, а может быть, на башкирском языке с вами будет только разговаривать. И здесь уже вам постепенно придется учить башкирский язык, конечно же, элементарно хотя бы. Но я не думаю, что вас там будут заставлять прям вот на приеме у врача разговаривать только на башкирском языке. Или где-то покупать какую-то продукцию только на башкирском языке. Ну нет, конечно, перейдут с вами на русский язык, в случае чего то же самое происходит и в Литве, и в Эстонии до сих пор, и в Казахстане, и в Узбекистане где-то. Но в сельской глубинке уже там, в каких-то таких малых городах, где башкиры будут в большинстве, там уже вы навряд ли перейдете на русский язык. Вам уже придется на башкирском языке где-то элементарно объясняться. Потому что новое молодое поколение будет башкироязычное. И вы должны понимать, что уже доживая свою жизнь в Республике Башкортостан, в независимом Башкортостане, если вы останетесь, то вам в любом случае придется освоить какую-то базу, чтобы общаться на башкирском языке. Поэтому от этого никуда не деться. Либо вам придется уехать. То есть, когда Башкортостан получит свою независимость, у вас будет выбор. Либо вы остаетесь в Республике Башкортостан, принимаете все законы, такие, какие есть, какие будут, и
понимаете, что теперь это башкирское государство, национальное башкирское государство, где башкирский язык будет государственным языком, где башкирский народ будет государствообразующим народом реально, а не как сейчас, да, вот это вот, скажем так, игрушечно, да, как сейчас происходит, эфемерно. И вы либо принимаете это, либо уезжаете, если вам это не хочется жить в таком национальном государстве. Такой же выбор делали русские во всех бывших постсоветских странах. Те, кто не захотел остаться в национально независимом государстве Казахстан, уехали оттуда. Оттуда уехало что-то около больше 2 миллионов, по-моему, если не ошибаюсь, русских. Кто не захотел оставаться в национальном государстве, уже независимом государстве Грузии, уехали оттуда с Латвии, с Литвы, с Эстонии, с Азербайджана, с Таджикистана. Те, которые, скажем так, приняли то, что теперь это государство независимое, приняли законы, которые новые появились, приняли то, что теперь государство образующий и единственный язык государственный, язык коренного здесь народа, они остались, они отдали в школы своих детей, и их дети сейчас спокойно разговаривают на нескольких языках, и на своем родном русском, и на государственном языке, и живут, строят бизнес, и все нормально у них. И у вас будет такой же выбор. Либо вы останетесь, либо вы уедете. Но в любом случае Башкортостан станет независимым государством. И я хочу здесь еще добавить, что Башкортостан будет очень успешным государством, очень богатым государством. И у нас здесь, в Республике Башкортостан, еще, чтобы получить гражданство, наверное, будут выстраиваться в очередь люди. Потому что люди стараются уехать в те страны, где хорошо жить, где богато жить, где хорошие зарплаты, хороший уровень жизни. Вот у нас будет здесь так, потому что у нас для этого есть все условия. У нас будет хорошо. Как сегодня русские едут в другие страны мира, особенно после войны, вот много русских уехало. И вот они приезжают в Южную Корею. Они приезжают в Европу, где множество национальных государств. В Польшу, в Эстонию, в Литву, в Германию, во Францию, в Англию. Они приезжают в Турцию, условно, да, много приехало русских. Они же там не качают свои права и говорят: дайте нам русскую школу, мы вот будем своих детей учить русскому языку. Нет, они, чтобы остаться в этой стране, интегрироваться в нее, они своих детей отдают в национальные школы, в польские, турецкие, корейские, литовские, английские и так далее. Здесь то же самое. Почему отдают? Потому что они понимают, что если они здесь собираются жить, если они приняли решение остаться в этой стране жить и интегрироваться, они должны выучить язык коренного народа, государствообразующего народа, государственный язык. И никто из них не включает свое величие и не качает права, что мы русские, нам нужно здесь отдельные права, нам нужна здесь русская школа. Нет. Учат местные языки. То же самое будет в независимом Башкортостане. Вы должны понимать, что независимый Башкортостан станет независимым. Все. Это будет национальное государство, где всем придется учить башкирский государственный язык. Для татар, я думаю, что это не будет никаких проблем, потому что татары и башкиры спокойно понимают друг друга. А вот для русским придется учить. Поэтому, друзья, я призываю вас, русских, поддержать независимость Башкортостана, потому что это в любом случае произойдет. От вас во многом зависит, как это будет. Либо это будет кроваво, потому что мы в любом случае будем Башкортостан делать независимым государством. В любом случае. И от вас зависит. Это будет происходить кроваво, с какими-то гражданскими войнами. Либо вы признаете, что башкиры имеют право на свое
свое национальное независимое государство, и вы, если здесь остаетесь жить в этом государстве, вы принимаете все правила и все законы нашей республики. И мы живем мирно, дружно, никто вас не будет ущемлять в ваших правах, никто не будет здесь какие-то межнациональные конфликты устраивать. Для нас выгодно, чтобы русские, татары, чуваши, марийцы и другие народы проживали в нашей республике. Все права народов будут защищены. У всех будет право на образование на своем родном языке. Культурные все ваши потребности будут соблюдены. Театры, клубы какие-то там, филармонии, если надо будет, газеты, телевидение. Все будет на ваших языках. Но государственный язык будет один, единственный, башкирский. А в местах компактного проживания, где вы проживаете, все может быть на вашем языке. Делопроизводство, внутреннее делопроизводство. Условно, в Мишкинском районе, где очень много проживает чувашей, будет делопроизводство, внутреннее делопроизводство в тех сельских поселениях, в сельсоветах, где проживает очень много чувашей, будет на чувашском языке делопроизводство. Пожалуйста, школы на чувашском языке, детские сады на чувашском языке. Но общий единственный государственный язык будет башкирский. То же самое и у русских будет в Бирске, Белебее. Делопроизводство внутреннее, телевидение свое местное, газеты. Все будет на русском языке, театры, школы. Но общий единый язык будет башкирский. Поэтому я надеюсь, что вы поняли, что я вам хотел донести. И у нас в будущем не возникнет никаких конфликтов. И я надеюсь, что вы поддержите независимость Республики Башкортостан, потому что наше государство, как я сказал, будет успешным, сильным, развитым, демократическим. На этом все. До свидания, до скорых встреч.